Трамп остановил Путина. Конец атак по Украине? Неожиданные новости. Рамзан Кадыров при смерти. Сделано официальное заявление. ВСУ разнесли центр ФСБ. Россияне жалуются на рост атак. Срочное заседание Совбеза ООН. Будут лишь жесткие решения. В России раскрыли содержание готовящегося меморандума по Украине. Он содержит важный срок и даты. Секретная встреча российской делегации в КНДР, о которой никто не писал. И сценарий ядерной войны в космосе. Эксклюзивные подробности. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Чаша терпения Дональда Трампа, похоже, переполнилась. Президент США в шаге от того, чтобы дать добро на введение новых жестких санкций против РФ уже на этой неделе. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои надежные источники. Absolutely. Накануне Трамп подтвердил возможность ввода новых ограничений против Москвы, хоть и не сказал о сроках. Собеседники Wall Street Journal говорят, что российские банки, скорее всего, не подпадут под новые санкции. Но обсуждаются иные меры воздействия на Москву, которые должны заставить руководство России пойти на уступки. Сам Трамп накануне написал, что Путин сошел с ума, а желание заполучить всю Украину приведет к краху самой России. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в колонке для того же Wall Street Journal напомнил, какие последствия для Кремля будет иметь подготовленный им законопроект. Законопроект превратит Россию в торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители. Последствия варварского вторжения России должны стать реальностью для тех, кто ее поддерживает. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится. Грэм утверждает, что за эти драконовские санкции потенциально готовы проголосовать 82 сенатора из 100. В минувшую ночь Россия неожиданно сбавила темпы своих атак. Всего 60 дронов, без ракет и жертв. Для сравнения, за 3 предыдущие ночи по Украине запускалось аж от 273 до 367 целей. Почти 1000 ударов за 3 ночи. Это снижение более чем на 80% выглядит как резкий обрыв, будто кто-то резко выдернул шнур. Похоже, ожидается спокойная ночь. Впервые за долгое время писали накануне вечером украинские каналы. В чем причина? Запасы дронов закончились? Или недавний удар по заводу шахедов в Елабуге оказался настолько результативным? Возможно, это перегруппировка, передышка или банальное истощение, или же на интенсивность российских обстрелов повлияли животворящие слова Трампа о сошедшем с ума Путине. Это заявление даже пропагандисты испугались резко комментировать. Но в условиях войны тишина не мир, а только затяжной вдох перед новым ударом. И, внимание, самое невероятное, теперь Кремль сам жалуется на диссонанс в действиях Украины, обвиняя ее в эскалации, при том, что сами за неделю до этого устроили крупнейшую атаку с начала года. Эти действия Киева, конечно, они диссонируют с устремлением, наверное, к мирному процессу. И, конечно, мы эти действия осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса. Здание ФСБ взлетело на воздух. Неприятная новость для продолжателей дела Феликса Дзержинского. Удар по российским чекистам в Белгородской области нанесла украинская авиация. Видео опубликовал телеграм-канал «Соняшник». По его данным, строение было частично разрушено в результате попадания 2 высокоточных французских бомб с украинского МиГ-29. В России раскрыли содержание готовящегося меморандума по Украине. В МИД РФ рассказали про условия, принципы и сроки урегулирования и заявили, что документ передадут Киеву. При этом украинскую сторону уже обвинили в попытках вести диалог с позиции силы и предупредили, что демонстрируют они лишь ничтожность. Кто именно, не уточнили. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой. Киевский режим с помощью террористических методов пытается показать, такую, знаете, создать иллюзию своей способности вести переговоры, как они это сформулировали, с позиции силы. На деле они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему. И помимо всего прочего, абсолютную ничтожность. А Минобороны РФ обвинила Украину в провокационных шагах для срыва переговорного процесса.
Россия пожаловалась на угрозы Европы в ООН. Оцените сюр. Москва запросила внеочередное заседание Совбеза ООН из-за попыток ЕС помешать мирному урегулированию. На фоне снятия ограничений на дальнобойные удары по РФ Кремль спешит представить себя жертвой и устраивает дипломатический театр абсурда. Скоро скажут, что это на них напали. Или уже сказали. Нелепо. Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виноватыми в этом. ЕС и США не смогли договориться о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций. Süddeutsche Zeitung пишет о полном разрыве координации. Представитель ЕС по санкциям признал, совместная работа больше не ведется. А G7 потеряла импульс. Китай же, по их данным, стоит за 80% обходов, но продолжает все отрицать. На фоне провала переговоров звучат тревожные сигналы. Если администрация Трампа решит нормализовать отношения с Москвой, санкционная система может рассыпаться. Шел 4-й год полномасштабной войны. Рамзан Кадыров, похоже, устал бороться с сообщениями о своей неизлечимой болезни. В новом ролике 48-летний пехотинец Путина не стал напрямую опровергать сообщения независимых СМИ. Наоборот, хозяин Чечни решил пофилософствовать и порассуждать о смерти. Правда, в очередном видео в своем телеграм-канале Кадыров только показывается, а его текст читает кто-то другой. Я все чаще слышу сплетни о моей болезни. Мол, я умираю. Мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть – это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. Во-вторых, ни болезнь и ни угроза не укорачивают жизнь. Ее длину определяет лишь тот, кто даровал дыхание. Ранее Кадыров пытался опровергать сообщения о своих проблемах со здоровьем, публикуя ролики, призванные показать его хорошую физическую форму. Недавно «Новая газета Европа» писала, что несколько лет назад у чеченского тирана диагностировали некроз поджелудочной железы без шансов на излечение. По данным издания, весной этого года состояние главы Чечни резко ухудшилось, вследствие чего Кадыров перестал покидать республику и почти все время проводит в клинике в Грозном под надзором врачей, все чаще оставаясь там на ночь. Планы Путина по созданию так называемой буферной зоны в Украине критически оценивают не только западные аналитики, но и горячие сторонники русского мира. Известный террорист, брошенный Кремлем в тюрьму за горькую правду, Игорь Гиркин-Стрелков, считает, что новый план хозяина Кремля может привести к поражению России. Письмо бывшего чекиста Гиркина опубликовала в своем телеграм-канале его жена. Фронт протянется до границы с Беларусью еще на сотни километров. И в результате все наши резервы, которые могут быть использованы для разгрома украинской армии, будут поглощены охраной этой буферной зоны. Если еще, конечно, ее удастся взять, что будет очень непросто с учетом того, что противник будет оказывать ожесточенное сопротивление. Ранее запасной президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил превратить в буферную зону территорию всей Украины. После возврата тысячи украинских защитников из российского плена пришел черед для нерадостных вестей. Как минимум 206 украинских защитников уже никогда не вернутся домой из тюрем агрессора. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Генпрокуратуру Украины. Причиной такой высокой смертности пленных может быть систематическое жестокое обращение, пытки, голод, несвоевременное оказание медицинской помощи. Кроме того, 50 пленных погибли вследствие ракетного удара по колонии в Еляновке летом 2022 года. Эксперты мониторинговой миссии ООН в Украине пришли к выводу, что его нанесла Россия. Празднование победы Ливерпуля в английской премьер-лиге омрачилось трагедией. В центр толпы болельщиков въехал автомобиль, почти 50 человек пострадали, из них 27 госпитализированы, включая детей. Водителем оказался 53-летний житель Ливерпуля. Инцидент не считают терактом. Праздничный день в Ливерпуле превратился в ужас и трагедию. Среди пострадавших дети, их семьи и друзья. Ливерпуль держится вместе, и вся страна с ним. Благодарю экстренные службы за отличную работу. Я на связи с мэром Стивом Роттерамом. Расследование продолжается. Очевидцы разбили окна машины, водитель запаниковал и надавил на газ. На месте пытались устроить самосуд. Власти призвали не распространять кадры и потребовали наказания виновным. Российская делегация во главе с замминистра МВД Виталием Шуликой прибыла в Пхеньян вечером 26 мая. Их встречали на высшем уровне, но визит освещали только северокорейские местные СМИ. В России об этом молчание, как будто ничего не произошло. Ни один федеральный канал не показал кадры прилета. Ни МИД, ни Минобороны, ни МВД не дали официальных комментариев.
Возникает вопрос, что скрывают, и не случайно ли накануне один из наших комментаторов подметил, почему ракеты от Ина нормалды, а от Мерца это красная линия. Мы все читаем, обязательно пишите. Тем временем Москва и Пхеньян давно вышли за рамки просто дружбы. Северная Корея уже отправила России около 6 миллионов снарядов. Это как 2 года боев на востоке Украины. Теперь, по данным украинской разведки, КНДР поставляет и рабочих на российские заводы, в том числе для сборки военной техники, и даже отправляет людей в сельское хозяйство затыкать дыры в кадрах. А пока США обсуждают космический щит «Золотой купол», Северная Корея называет его сценарием ядерной войны в космосе. Китай поддерживает. И пока Запад спорит о будущем, Россия с КНДР, похоже, уже делят настоящее: снаряды, заводы и людей. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.